8 минут в данный момент в нашем городе. Это утреннее шоу «Жизнь удалась» и на Марии ФМ, теперь еще и на Первом городском канале. Нас всех видно, и нас стало трое. И нас стало трое, потому что с нами сегодня психолог Института практической психологии архитектуры сознания, наш добрый, не сказать старый, но довольно уже давно знакомый друг Елена Смирнова. Лен, доброе утро. Всем доброе утро. Тема сегодня животрепещущая. Да, личные переговоры. На самом деле тема действительно интересная, потому что все мы в жизни встречаемся, и нам нужно договориться до какого-то важного момента. И хочется предложить разобрать эту тему в двух аспектах. Это первая психологическая подготовка, вторая организационная подготовка. Вот когда у нас есть время подготовиться, что можно сделать? Доведите свой страх этой встречи до абсурда. То есть это, давайте сразу точки над «и», это любая встреча, любые переговоры. Любые встречи. Прием на работу, это может быть собеседование с коллегой, что угодно, да? Крупная сделка, где нужно договориться, чтобы такой-то объем ваша компания продала. То есть это любая встреча, где вам нужно чего-то добиться, да. То есть, приходишь на рынок и говоришь, в смысле мясо 270, давай за 200. Хорошо, давайте, рассказывайте. Итак, психологическая подготовка. Первое, доводим свой страх до абсурда. Это, безусловно, подготовительный этап, это не происходит на этапе встречи с партнером. Второй момент, как мы можем себя подготовить? Нарисовать свой страх. Алексей, вот мы пока сейчас общаемся с Еленой, вы пока рисуете свой страх. Хорошо, ладно. Я не знаю, что я нарисую, сейчас попробуем просто. Так, следующий момент. Мы организационно подготавливаем опорную структуру переговоров, поскольку есть эмоции, причем эмоции не всегда связаны со страхом, а с желанием убедить, завоевать, быть победителем в этих переговорах. Мы пишем себе структуру, опорные моменты. И в этой структуре мы также пишем ключевые фразы, эмоциональные фразы. Мы их можем написать только в том случае, если мы собрали информацию о нашем партнере, кто он, чем он увлекается, какой он. Безусловно, проводить переговоры на территории партнера сложнее, чем на своей территории. Конечно, да. Своя территория, своя земля греет. Поэтому, когда вы идете навстречу, хорошо бы тоже было представлять, что за помещение, где у вас будет проходить переговорная, так называемая. Также важно, Алексей, как вы сядете по отношению к партнеру, с кем вы будете со своим оппонентом общаться. Там развалиться как-то так. Безусловно, лучше не садиться в позицию друг напротив друга. Позиция сама по себе, предполагающая конфронтацию. Когда к этому добавляется еще волнение, то там могут быть уже мы и так сядем, и так, и ручки наши трясутся. И подушки покажем свои потные. Да. Поэтому мы садимся к партнеру каким образом? Мы садимся под углом. То есть мы садимся, например, сторона края, а оппонент с другой стороны края. Безусловно, если мы пришли на его территорию, мы садимся там, где сидит он, да? Но не забываем этот момент. Если у вас нет возможности выбрать территориальную позицию, что является классным отвлечением от позиции конфронтации? Это какая-то папка, это какой-то печатный материал, это какие-то буклеты, какая-то информация о вас. Что происходит? Наше восприятие фокусируется в третьей точке, а не в точке конфронтации. И в результате это расслабляется. То есть, какой-то документ, что-то промежуточное, да? Что-то промежуточное, что вас соединяет, что интересно и вам, и ему. Такой маленький лайфхак, то есть идешь на переговоры, ничего с собой не взял, поймал на улице промоутера, там меха, обувь со скидкой, пришел и бумаги эти положил просто. Итак, напоследок, тема очень живая, ее можно обсуждать очень долго, но рабочий инструмент. Я сделала шпаргалку. Это про что? Очень открыто сказать своему оппоненту: вы знаете, я сегодня так долго готовилась к нашей встрече, немножко волнуюсь, потому что для меня это очень важно. И когда мы очень открыто говорим о своих эмоциях, о своих переживаниях, мы в ответ можем услышать такой момент: о, слава богу, я тоже как-то сегодня по-особенному волновался. И ваша встреча сразу теплеет, потому что вы открылись, очень открыто проговорили о своих эмоциях, и оппонент пошел навстречу, и ваша встреча потеплела, и вы договорились. Классно. Ура! Давайте насчет страха, который я нарисовал. Что это там? Попытался. Некоторые политические лидеры. Попытался как могу. Я прокомментирую. Мужчины до 27 лет меня поймут. Лен, давайте. Что мы делаем? Когда мы рисуем, то внутреннее напряжение, то внутреннее волнение, которое мы испытываем, мы переносим на бумагу. То есть, когда мы двигаем ручкой, когда мы выбираем цвет, часть этого внимания, напряжения изнутри мы переводим вовне. То есть мы не будем интерпретировать, что вы нарисовали. Вы уже себе помогли, если вы этот момент проделали перед переговорами. Для наших слушателей сообщу, здесь бравый дядька вояка, и он говорит: здравствуйте, вам повестка.
У нас в гостях была психолог Института практической психологии и архитектуры сознания Елена Смирнова. Елена, спасибо огромное. Друзья, будем рисовать, договариваться, все будет хорошо. Приходите.